И вот видны. Все, уже можно говорить, да. Добрый день, уважаемые коллеги. После продолжительного перерыва мы возобновляем заседание нашего республиканского методического объединения. И сегодня мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Первый вопрос – это использование возможностей геоинформационных систем электронного образования в работе учителя. Представит нам Вячеслав Алексеевич Лешок, заведующий Центром информационных технологий в образовании Коми Республиканского института развития образования. Второй вопрос. Мы с вами познакомимся с результатами ЕГЭ 2020 года и представим лучшие практики по подготовке государственной итоговой аттестации. Представит нам Лариса Владимировна Нестерова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе технологического лицея, и Виктория Владимировна Селявка, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы номер 38 города Сыктывкара. Ну и, пожалуйста, Вячеслав Алексеевич. Раз, коллеги, как слышно меня? Хорошо. Слышим. Слышно, да? Хорошо, спасибо. Я включу демонстрацию рабочего стола. Вот сейчас будет виден мой рабочий стол. И начну я с сайта Криро. Коллеги, поставьте в чате 2 плюсика, если меня слышно и виден рабочий стол. 2 плюсика в чате. Так, уважаемые коллеги, у нас есть слушатели-то? Ага, плюсики пошли, вижу. Еще такой вопрос. У нас, я смотрю, 29 участников. В каких из школ ведется журнал в электронном виде? Только в электронном виде циферка 1, в электронном и бумажном виде 2, и в бумажном это цифра 3. Итак, в электронном от бумажного журнала отказались уже 3 в бумажном, а 2 это и в бумажном, и в электронном. Ну, хорошо, что я не увидел цифру 2, потому что а вот циферка 3 меня интересует. Ольга Гаманова. Ольга Гаманова. Это какая школа, интересно? И какой у нас вообще район, какое село? Возможно, потому что городские школы, скорее всего, уже все ведут журнал. Ольга Гаманова, если меня слышит, можете написать, где у нас еще ведется журнал в бумажном виде. Ну ладно, то есть все журналы ведутся, практически те, кто ответил, в электронном виде. Это профессиональное учреждение, поэтому да, там как бы немножко у нас есть проблемы, и не все еще профессиональные учреждения вышли на электронный документооборот в системе ГИСЭО. Итак, я напомню, наверное, уже, коль у вас ведется журнал в электронном виде, поэтому уже все, как бы можно считать, профессионалы, ставят оценки в журнале, общаются с родителями. Но, тем не менее, я напомню, что у нас на сайте Криро, я сейчас на сайте Криро, я его показываю, есть баннер ГИСЭО «Вход в систему», и здесь вот размещена полезная информация для того, кто еще, может быть, не совсем владеет, может, еще хочет подучиться и так далее. И в частности, ну, во-первых, это целая даже не страница, а практически сайт, поскольку здесь у нас вот есть меню этого сайта, в документах расположены все документы нормативные, начиная с 2013 года, когда мы начали в пилотном режиме внедрять эту информационную систему в нашу жизнь. Ну, в мероприятиях там уже как бы мало мероприятий, вебинары перешли у нас практически все в видеозал, а вот в последних 3, это руководство пользователей, информационно-методические материалы, здесь мы иногда еще обновляем
наши методические рекомендации, поэтому можете посмотреть, если, может быть, кого-то заинтересует. В информационно-методических материалах различные инструкции, и в том числе здесь же размещен типовой план работы образовательной организации по ГИСЭО. Этот типовой план должен быть в каждой образовательной организации, поэтому он здесь в Word, чтобы его скачать и под себя его подстроить и утвердить приказом директора. А в полезных ссылках тоже есть некоторые инструкции и есть вот тестовые базы, где можно попробовать. Ну, я думаю, что уже большинству для вас это пробовать уже не надо, как бы все пробуют, но тем не менее попробовать работу в тестовых базах. И еще буквально сегодня у нас начался дистанционный обучающий, традиционный наш обучающий семинар 16-часовой. Это функциональные возможности государственной информационной системы электронное образование. И кто еще не проходил обучение, можно пройти, зайдя вот по этой ссылочке на сайте distant.criro.ru. Пройти и получить сертификат, если у вас нет сертификата по работе в ГИСЭО. И в частности, вот я сейчас зайду на тестовую базу, на тестовый модуль, о котором я говорил на страничке, что есть у нас тестовые школы для работы в ГИСЭО. И вот она, ссылочка на тестовую школу, логины и пароли для входа и в образовательную школу, в дошкольное учреждение и учреждение дополнительного образования. Ну и в частности, вот я сейчас зашел в тестовую базу под логином или под учетной записью «Учитель Тест Тестович». Несколько моментов, о которых я хотел бы сказать. Сейчас у нас установка Минпроса такая, что снизить, уже об этом хоть неоднократно говорилось, каждый новый руководитель, приходя в Министерство просвещения, говорит о снижении нагрузки на учителя, на классного руководителя, но как бы ВОС и ныне пока остается там, и многие вопросы слабо решаются будем в этом направлении о снижении нагрузки. Но, по крайней мере, эта система нам дает возможность снизить нагрузку на вас по отчетности, связанной с учебной деятельностью. То есть от учителя требуется только одно – это введение, своевременное заполнение классного журнала, выставление оценок. Та база отчетов, которая есть в системе ГИСЭО, а их очень много здесь, и в том числе отчеты по успеваемости, посещаемости. То есть, в принципе, администрация школы может даже с вас и не требовать никаких этих отчетов, а брать уже из системы. Ну и вы сами, используя эти отчеты, можете следить за тем и за успеваемостью класса. Здесь есть и отчет предварительный отчет классного руководителя. То есть смысл сводится к тому, что своевременно заполняя журнал и выставляя отметки, мы можем получить любой отчет, и в том числе администрация, и сколько домашних заданий у вас не заполнено, и выполнение программы может отследить, не обращаясь даже или не требуя с вас каких-то отчетов. Ну, вот так по разговорам с заместителями директора, где-то в школах требуют, предположим, на итоговый педсовет, там по итогам четверти, требуют с учителя отчет, который он может распечатать 2 кликами мыши. Где-то уже прямо заходит в систему и анализирует успеваемость прямо по электронному журналу, прямо открыв его во время педсовета или производственного совещания. Значит, единственное, что еще хотелось бы сказать, мы тоже берем, мы это Министерство образования, да, и у нас часто есть необходимость брать какие-то данные из этой системы. Поэтому посмотрите, чтобы у вас было заполнено, например, вот в сотрудниках, посмотрите, чтобы у вас было заполнено все полные данные. Уже на протяжении 2 или 3 лет Министерство образования говорит о том, чтобы должны быть заполнены полные данные на учителей, чтобы мы не обращались ни в школу, ни, может к вам они обращались за какими-то данными, а брали все из системы, тем самым решая вопрос с какими-то отчетами. Вот видите, сейчас в тестовой базе нет должностей. То есть посмотрите,
у вас у всех введена ли должность? Должность должна быть введена не просто учитель, а учитель географии, предположим. Вот. Желательно бы еще, конечно, система у нас закрытая. И как бы не любой человек может зайти и посмотреть персональные данные. Персональным данным, вот, например, сейчас к персональным данным сотрудников или детей, когда я сейчас нажимаю на кнопочку и хочу просмотреть эти персональные данные, то вот на тестовой базе у меня личная карточка открывается. А в реальной жизни, в боевой версии, она не откроется, будет выдано предупреждение, что доступ к персональным данным будет они доступны только в защищенном режиме. То есть персональным данным доступ доступен только в защищенном режиме. Поэтому хотелось бы, чтобы были введены, например, ваша электронная почта. То есть когда вы заходите уже в свой личный кабинет, вот я сейчас нажал вот здесь вот в правом верху на фамилию, имя, отчество, хотелось бы, чтобы здесь был введен и телефон, и e-mail. Иногда мы разыскиваем учителя какого-нибудь, да, там, или заявку на конкурс не полностью заполнен, ну, всякие могут быть моменты. Или с отделом аттестации какие-то там, может быть, возникают вопросы у отдела аттестации. И нам приходится его искать, мы его находим в системе. Но, к сожалению, вот этих данных, чтобы связаться с ним, у него нет. Поэтому я прошу в первую очередь заполнить вот эти данные, это свой телефон или хотя бы, чтобы был e-mail, если вы в чем-то занимаетесь. Второе, в разделе аттестация есть педагогическое портфолио. Желательно, чтобы это педагогическое портфолио тоже было заполнено. И в частности, чтобы здесь было введено образование, то есть какой у вас уровень образования, и курсы повышения за последние 3 года. Все остальное, научно-методическая деятельность, там, результаты образовательной деятельности, это на ваше усмотрение. Если администрация вашего учреждения требует от вас этого, пожалуйста, заполните. Но мы вот хотим, чтобы был заполнен раздел образования, и был заполнен раздел курсы повышения квалификации. Вот сейчас мы проводим мониторинг по использованию таких предметов, как «Мой родной край», литература Коми, то есть вот предметы этнокультурной направленности. И как раз, чтобы, опять же, не обращаться в управление образования, не обращаться в школы, о том, чтобы нам предоставили список учителей и курсы когда они последний раз прошли курсы. То есть мы берем эти данные системы. И, к сожалению, информация по курсам у большинства педагогов оказывается не заполнена. Поэтому посмотрите, чтобы, во-первых, ваше педагогическое портфолио в разрезе хотя бы тех данных, о которых я сказал, было заполнено, чтобы мы не обращались как бы вот и не теребили вас. Значит, я думаю, что все уже используют доску объявлений. Вот, к сожалению, в тестовой базе тут как раз у меня курсы проходят, и кто-то выложил уже объявление по закону, по статье 228. Ну, еще, может, мало кто знает, что есть вот такой еще у нас инструмент, как форум. То есть вот доской объявлений, думаю, пользуетесь. Электронная почта, где вы можете написать и родителям, и детям, и любому учителю, входящему в эту систему из Республики Коми. Но есть еще и форум, где вы можете обсуждать какие-то вопросы с родителями, например, или между собой. С помощью форума можно провести, там, предположим, я предполагаю, что можно провести и обсудить заочное родительское собрание. То есть вот этот элемент тоже можно использовать. Единственное, в отличие от группы ВКонтакте, например, этот форум, он доступен всем. Он доступен всем пользователям в данной образовательной организации. Поэтому, может быть, вот это никакая не закрытая группа, то есть обсуждать тут на какие-то общие вопросы, но, тем не менее, можно использовать как обсуждение, его можно использовать для обсуждения каких-то вопросов, в том числе и по предмету, по своему предмету. Ну, коллеги, вот так вот как-то коротко, буквально 10 минут я напомнил о том, что есть.
о том, что можно использовать. В закладочке обучения еще есть коллекция курсов, я напомню еще. И здесь, в частности, здесь есть, ну вот в тестовой базе нет, а в боевой версии у вас есть конструктор уроков. То есть какие-то уроки вы можете сконструировать. И мы проводили несколько вебинаров в прошлом году и еще осенью в видеозале на сайте Крило, вы можете их найти. Это работа в образовариуме. Как можно использовать конструктор уроков для конструирования своих уроков в этой системе. Поэтому используйте тоже для своих уроков. Коллеги, если есть вопросы, могу ответить на ваши вопросы, если они у вас возникают. Можно в чате написать, если у кого есть камера и микрофон, вы можете в чате написать, что да, я хочу задать вопрос голосом, мы вас включим и включим в ваше выступление или вопрос. Если вопросов нет, спасибо за внимание. Тут же на сайте, где я вам показывал, страничка ГИСЭО, там есть наши контактные данные, будут возникать вопросы, пишите, звоните. Всего доброго, до свидания, коллеги. Мы с вами продолжаем. Можно презентацию, которую мы... Говорит и показывает. Ну, а мы с вами продолжаем. И второй вопрос. Это анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету география в 2020 году. Перед вами данные характеристики участников ЕГЭ по географии. Посмотрите, за 2018, 2019 и 2020 год. Ну и, как мы видим, в 2020 году количество участников было меньше по сравнению с 2019 годом и составило 119 человек. Это примерно 2,5% от общего числа участников. Большая часть участников – это выпускники текущего года, обучающиеся по программам среднего общего образования. Выпускники прошлых лет, их всего было 4, и в этом году у нас один участник был с ограниченными возможностями здоровья. Так, не переключается дальше. Если мы рассмотрим количество участников экзамена по географии по муниципальным образованиям, как вы видите, больше всего участников – это выпускники школ города Сыктывкара. Это чуть более 35% от общего числа. Если можно, переключите, пожалуйста, да, слайд. Рассмотрим основные результаты экзамена по нашему предмету. Как вы видите, большая часть учащихся получили тестовый балл в пределах от 60 до 69. На втором месте от 50 до 59. Ну и мы видим, что нет участников, которые набрали меньше 19 баллов. И, что радует, наверное, у нас по 7 участников, кто набрали баллы от 70 до 79, от 80 до 89 и от 90 до 100. Динамика результатов, общая динамика результатов за последние 3 года выглядит следующим образом. Наметилась, пусть незначительная, но положительная динамика по снижению выпускников, которые не преодолели минимальный балл. В 2018 и 2019 году это было 6 выпускников, в 2020 году 5. Приятно заметить, что средний тестовый балл в этом году составил 61,56. По сравнению с предыдущими годами мы видим увеличение. Ну и мы, к сожалению, видим чуть-чуть, снизилось количество участников, которые набрали от 81 до 99 баллов, и сохраняется тенденция выпускников, кто получили 100 баллов.
всего 1 человек, как в 2018, 2019 и 2020 году. Далее. Ну, на данном слайде вы видите образовательные организации, которые получили наиболее высокие результаты. Ну и сегодня мы вот как раз познакомимся с лучшими практиками наших педагогов, подготовивших выпускников, которые получили высокие баллы. Далее. Ну а сейчас мы рассмотрим только те задания, по которым наблюдается снижение показателей выполнения. Это задание номер 13. Обратите внимание, это задание повышенного уровня сложности. Средний уровень выполнения чуть более 49%. Это задание 19, тоже повышенного уровня сложности, и задание номер 25, около 50%. 13 задание. Ну, давайте посмотрим, как выполнили выпускники в разных группах. В группе, не преодолевших минимальный балл, значит, выпускники не справляются с данным заданием. Ну и, как вы видите, выпускники, которые набрали высокие баллы от 81 до 100 баллов, тоже допускают ошибки. Следующее. 19 задание, как вы видите, тоже это повышенный уровень сложности. Здесь в этом задании проверяются такие элементы содержания, как ведущие страны, экспортеры основных видов промышленной продукции. Выпускники, не преодолевшие минимальный балл, не справляются с этим заданием. Но мы видим выпускников, которые получили высокие баллы, тоже допускают ошибки. Да? Также низкий показатель выполнение задания номер 25, как мы уже сказали, это задание высокого уровня сложности. Здесь проверяется такой элемент содержания, как природно-хозяйственное районирование России, регионы России. Ну, средний процент выполнения чуть больше 50, и здесь мы видим, значит, 20% выпускников, не преодолевших минимальный балл, выполнили это задание, несмотря что это задание высокого уровня сложности. Ну, наверное, знания еще свежи, да, за 9 класс. И в группе от 81 до 100 баллов здесь также выпускники допускают ошибки. Ну, давайте посмотрим, какие типичные ошибки допускают наши выпускники при выполнении этих заданий. Задание номер 13. Проверяли знания и понимание географических особенностей основных отраслей хозяйства России. Перед вами само это задание. Нужно было выбрать 3 области России, где работают атомные электростанции. Но затруднение прежде всего связано с тем, что ребята не имеют пространственного представления о размещении отраслей хозяйства России. Дальше. Значит, профилактика ошибок, да, значит, при подготовке нужно еще раз, да, составить список атомных электростанций России, их у нас немного, особенно для выпускников с низкой мотивацией, указать субъекты, в которых они находятся, ну и для закрепления можно нанести на контурную карту для того, чтобы понимать пространственное размещение данных объектов. 19 задание. Мы уже говорили, какое умение здесь проверялось. Здесь требовалось указать 3 страны в структуре производства электроэнергии, где преобладают тепловые электростанции. Но опять же, в основном это ошибка в определении хозяйственной специализации страны. Какую профилактику можно провести? Опять же, это многократное выполнение упражнений по контурной карте, которую можно нанести страны-лидеры по производству той или иной продукции, или составить список стран в виде таблиц, схем, для которых отрасль хозяйства является отраслью международной специализации. Часть 2. Перейдем ко второй части. Содержала 7 заданий с развернутым ответом, где в первом задании, 28-м задании нужно было показать рисунок, да, а в остальных требовалось записать полный и обоснованный ответ.
Значит, 2 задания проверяли умение анализировать статистические материалы, и 3 задания, это 32, 33, 34, это особенные задания, которые являются задачами, допускающими различные способы решения, и для получения максимального балла требуется запись решения этих задач. Ну, как вы знаете, значит, в части 2 такие разделы курса географии содержат это источники географической информации, 28-30 задания, природа Земли, человек, население мира, мировое хозяйство, природопользование и геоэкология, а также география России. На данном слайде вы видите динамику среднего процента выполнения заданий части 2 за 2019-2020 год. Зеленым цветом показан 2020 год, голубым 2019. Ну вот давайте отметим, где наметилась положительная динамика. Это в задании 28, 29, 32, а также 34. К сожалению, наши выпускники, значит, в задании 30, 31 и в задании 34 в этом году допускали ошибки. И давайте посмотрим, еще раз вспомним особенности этих заданий и выполнения. Задание 28 – это задание высокого уровня сложности. Выпускники, не преодолевшие минимальный балл, не справляются с этим заданием. Хорошо подготовленные выпускники на 100% справляются. Какие же типичные ошибки допускают? Чаще всего, да? Длина горизонтальной линии основы профиля короче или длиннее, чем допустимые, да, на 2 мм от верного ответа. Выполнение профиля рельефа в горизонтальном масштабе в 1 сантиметре 100 метров, то есть в масштабе топографической карты, хотя требуется в условии задачи масштаб указать в 1 сантиметре 50 метров. Не указано знаком X месторасположение объекта, забывают, да, это шоссе, родник, тропа или какой-то другой объект. Ну и чаще всего форма профиля не совпадает с эталоном, то есть указана неверная крутизна склона или профиль может выходить за рамки высот, ну, в пределах данной территории карты. 29 задание – это задание высокого уровня сложности. Средний процент выполнения чуть больше 44. Все группы выпускников допускают ошибки в этом задании. Давайте посмотрим наиболее типичные ошибки. Ну, здесь вы видите задание, да, как выглядело. Ну вот, например, в Якутии пущен в эксплуатацию последний участок Амуро-Якутской магистрали, Томмот, Нижний Бестях, протяженностью 436 километров. Амуро-Якутская магистраль, связавшая республику с БАМом и Транссибом, стала одним из крупных и сложных проектов в области железнодорожного строительства в России за последние 30 лет. Были уложены сотни километров рельсов, возведены сотни мостов, смонтированы специальные установки для сохранения низких температур основания дороги. Объясните, какие особенности природы Якутии потребовали строительства множества мостов и применения установок для охлаждения основания дороги? Укажите 2 особенности. Но прежде всего ошибка была связана с тем, что выпускники называли климатические особенности Якутии, не указывали наличие многолетней мерзлоты, которая и оказывает влияние на строительство мостов и применение установок для охлаждения основания дороги. 30 задание. Тоже задание высокого уровня сложности. Средний процент выполнения задания в регионе низкий, 33,61%. Выпускники, не преодолевшие минимальный балл, не справляются с этим заданием. Лучше, конечно, справляются выпускники, набравшие высокий балл, но тем не менее тоже допускают ошибки. Ну, давайте рассмотрим типичные
ошибки, а сначала само задание. Ряд российских экологов выступает с призывом прекратить строительство Ивенкийской гидроэлектростанции на реке Нижней Тунгуске. Введение 200-метровой плотины приведет к созданию в долине Нижней Тунгуски гигантского водохранилища протяженностью около 1200 километров. Каковы вероятные отрицательные последствия появления такого водохранилища и затопления огромной территории? Укажите два последствия. Ошибка связана с тем, что выпускники не указывают основные последствия создания водохранилища и затопления огромной территории при создании ГЭС. Для профилактики можно еще раз выпускникам напомнить, записать, отметить положительные стороны создания водохранилищ и отрицательные. 31 задание. Это задание уже повышенного уровня сложности, и мы уже видим средний процент выполнения чуть-чуть выше, но еще не высокий. Выпускники, не преодолевшие минимальный балл, не справляются с этим заданием. Выпускники, набравшие высокие баллы, тоже допускают небольшие ошибки. Давайте посмотрим, какие элементы содержания, нужно вернуться, какие элементы содержания проверяются. Это география основных отраслей производственной и непроизводственной сферы. А проверялось умение определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития социально-экономических объектов. И само задание. Далее. Вроде бы знакомое задание, уже на протяжении многих лет это задание присутствует в КИМах, но, допустили такие ошибки. Данные задания проверяют умение определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития социально-экономических объектов, процессов и явлений. Главный источник информации здесь статистические материалы. Что нужно было определить? По данным таблицы, приведенной к заданию, сравните долю сельскохозяйственного населения в общей численности населения и доли сельского хозяйства ВВП Чада и Камерун. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играло большую роль в экономике в 2016 году. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления. Но здесь нужно запомнить, что один показатель мы всегда извлекаем из статистических данных, а второй показатель вычисляем и затем сравниваем. В прошлом году изменились критерии оценивания к этому заданию. Давайте посмотрим типичные ошибки и критерии. Ошибки прежде всего выпускники допускают при определение доли сельского хозяйства в экспорте страны по статистическим данным, и либо определяя численность населения, занятого в сельском хозяйстве, хотя требуется только проанализировать данный показатель по указанным стат-данным. Профилактика ошибки, как можно приучить выпускников правильно выполнять это задание, а нужно, конечно же, познакомить подробно с критериями. В содержании верного ответа выделяют 4 элемента. Первый элемент, он всегда состоит из двух равнозначных частей, соединенных союзом «или», в которых приводятся качественные или количественные сравнения. Больше, меньше. Второй элемент – это результат сравнения искомого показателя для двух стран, который был определен в ходе проведенных вычислений. Третий элемент верного ответа всегда представлен вычислениями или значениями, соединенных союзом «и», причем элемент ответа считается присутствующим полностью, если в ответе выпускника приводятся вычисления для обеих стран. И четвертый элемент – это всегда вывод, в какой стране сельское хозяйство играло наибольшую роль в экономике. Давайте посмотрим решение, как примерно может выглядеть. Эти элементы можно немножко переставлять, и ошибка это не считается. Можно сначала выпускников приучить к тому, чтобы выбрали
те показатели, которые уже приведены в таблице и сравнили, да. Вот, например, доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения Чада выше, чем в Камеруне. Это уже как бы вывод, да. Второй элемент – это определение доли сельскохозяйственного населения при помощи вычислений. Да? И третий элемент – доля сельского хозяйства ВВП Чада выше, чем ВВП Камеруна, или переводят значения, которые извлекают из таблицы, а затем делают вывод. 32-е задание. Задание высокого уровня сложности. Средний процент выполнения чуть выше 42%. Опять же, выпускники, не преодолевшие минимальный балл, с этим заданием не справляются. Ну и остальные группы выпускников тоже допускают ошибки. На данном слайде вы видите задание. Задание тоже знакомо, где нужно определить географическую долготу точки. Если известно, что в полночь по солнечному времени Гринвичского меридиана местное солнечное время в ней 22 часа 40 минут. Запишите решение задачи. Обратите внимание, в самом задании указано, что нужно записать решение задачи. Поэтому в ответе выпускника само решение должно присутствовать. Значит, в данном задании проверяется умение применять знания о суточном движении Земли. И проверяемый элемент содержания – это Земля как планета, современный облик планеты Земля, форма, размеры, движение Земли. Ну и типичная ошибка связана с тем, что за полночь принимают 12 часов и вычитают именно это число из местного времени Гринвича. Ну, давайте посмотрим, как выглядит правильное решение. Значит, первый шаг. Мы всегда определяем разницу во времени с Гринвичским меридианом. В данном случае это 1 час 20 минут. Второй шаг. Мы всегда определяем разницу в долготе. И здесь, значит, приводим выражение, да, за 1 час планета поворачивается на 15 градусов, 20 минут – это 2/3 часа, да, то есть 15, да, и мы получаем 20 градусов разницы в долготе. Время в пункте, и делаем как бы вывод, да, время в пункте меньше времени на Гринвичском меридиане, значит, пункт расположен в западном полушарии. И ответ 20 градусов западной долготы. Вот третий пункт выпускник может не указывать, достаточно записать ответ, указав долготу. И вот если приведена верная последовательность шагов решения и правильно определена долгота пункта, выпускник получает 2 балла. При отсутствии решения, конечно же, балл теряется. 33-е задание. Задание повышенного уровня сложности. Средний процент выполнения чуть-чуть уже выше, 63,45%. Но опять же, обратите внимание, выпускники, не преодолевшие минимальный балл, не справляются с этим заданием. И остальная группа выпускников также допускают ошибки. Это задание уже на протяжении многих лет тоже присутствует. Здесь проверяется умение находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических процессов в разных субъектах Российской Федерации и их обеспеченности человеческими ресурсами, то есть определение показателей естественного прироста населения в промилле одного из субъектов. Ну и в условии самой задачи указано, что для определения показателей естественного прироста населения использовать среднегодовую численность населения и записать решение задачи. И что очень важно, полученный результат округлить до десятых долей промилле. И давайте посмотрим, какие типичные ошибки допускают наши выпускники. В ответе приведена запись решения, но получен неверный ответ, так как допущена математическая ошибка или вообще ответ отсутствует. Либо при определении естественного прироста населения отдельные выпускники вместо отрицательного числа получили положительное число, ответ не округлен до целого числа, и еще, значит, при вычислениях используют среднегодовую численность, общую численность населения, не те показатели выбирают, да.
Ну, на данном слайде вы видите правильные решения, да, значит, это обязательно мы, какие показатели берем, да, значит, за 2018 год естественный прирост населения делим на среднегодовую численность населения на 2018 год и умножаем на 1000, так как понимаем, да, промилле – это тысячная часть числа, и получаем ответ минус 0,8 промилле. И обязательно акцентируем внимание на запись самого решения еще раз, да, и запись верного ответа. 34-е задание. Задание высокого уровня сложности. Средний процент выполнения выше, 68%, чуть выше 68%. Но тоже группа выпускников, не преодолевших минимальный балл, с этим заданием не справляется. Выпускники с высоким баллом справляются на 100%. Угу. Значит, в данном задании проверяется умение анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и процессов в разных субъектах Российской Федерации, их обеспеченности человеческими ресурсами. В данном случае это определение величины миграционного прироста или убыли населения одного из субъектов Российской Федерации. В этом задании мы определяем, значит, величину миграционного прироста населения Республики Хакасия на 2018 год. И необходимо также записать решение задачи. Давайте, да, перейдем. Какие ошибки допускают наши выпускники? Нарушена последовательность шагов решения при определении величины миграционного прироста. В ходе вычисления выпускники получили неверный ответ, так как была потеря минуса. Или при определении величины миграционного прироста использовались данные за другие годы, или использовали показатели среднегодовой численности населения. Да? И еще... Да, перелистнуть, да. И ну, здесь вы видите на слайде уже верную запись решения. Да? Обратите внимание. Значит, какие мы показатели берем? Так как на численность, в задании указано, на численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние оказывает как естественное движение населения, так и миграция. Проанализировав данные таблицы, определите величину миграционного прироста населения Республики Хакасия в 2018 году. Какие мы данные выбираем, да, чтобы получить верный ответ? Значит, мы берем численность постоянного населения за 2019 год, да, на 1 января 2019 года. Из этого показателя вычитаем численность постоянного населения на 1 января 2018 года. Далее из полученного результата вычитаем естественный прирост и получаем число отрицательное, минус 896. И записываем ответ. Да, да, все. Угу. Тоже последний слайд. Да. Ну, а далее, значит, Лариса Владимировна Нестерова нам представит свой опыт подготовки учащихся государственной итоговой аттестации по географии. Пожалуйста, Лариса Владимировна. Уважаемые коллеги, добрый день. Я думаю, что сегодня ничего нового я вам, естественно, не скажу, но вот из опыта работы, к чему сама пришла, о том и буду, в принципе, говорить. Да? Сразу скажу, что я, исходя из того, что только что говорила Лариса Михайловна, вы видите, да, что несмотря на то, что задания по ЕГЭ созданы еще, собственно говоря, на тех предметных результатах, которые требуются в федеральном компоненте государственного образования, все-таки навыки межпредметно-предметные должны быть. Это навык проведения вычислений, да, навык анализа и навык, собственно говоря, составления монологического высказывания при развернутом ответе на поставленный вопрос второй части. Ну, давайте посмотрим. Значит, хотелось бы
хотелось бы сказать вот что. Я начну с того, что если мы анализируем, собственно говоря, сколько выпускников ежегодно у нас выбирают наш предмет любимый на единый государственный экзамен, мы понимаем с вами, что это очень маленько. Что значит 2,5%? Мы с вами говорим о том, что в принципе у нас сдают 1-2 человека. А отсюда мы с вами можем сделать вывод, что здесь должен быть только индивидуальный подход. Дальше, на что, собственно говоря, я хотела бы обратить внимание. Но я не могу не похвастаться, что профиль-то у нас информационно-технологический, а вот, собственно говоря, я взяла за последние 9 лет, да, стабильно, но относительно высокие, потому что все, что касается выше 75%, 75 баллов, мы составляем эквивалент на школьную отметку. Ну, это 5 баллов, да, вот я хочу сказать, что у меня 3 стубальника, в 12-м 2 и в 18-м 1. Теперь эти дети, которые выбрали не просто так, они выбрали тот предмет, который нужен им был для поступления в вузы. То есть они обучаются или обучались на географических, геологических специальностях. То есть, из чего начиналась наша работа, да, в течение ряда лет? Прежде всего, я считаю, всегда говорю, что прежде чем ученик научится решать контрольно-измерительные задания единого государственного экзамена, это должен научиться делать сам учитель, сам преподаватель. Первое, с чего начинается, мы должны посмотреть на блоки содержания, то есть на что мы должны акцентировать индивидуальную работу в течение 2 лет. Да, коллеги, 2 года мы готовимся к единому государственному экзамену, потому что, собственно говоря, охват того предметного содержания, который выносится на единый государственный экзамен, он довольно-таки большой, то есть начиная с 5 класса. А мы знаем, что произошло с географией, содержанием географии 6 класса, когда взяли и все это разделили на 2 года. Да? Так, вот мы с вами познакомились с этим содержанием, должны дальше понимать, что у нас есть вот 3 уровня заданий: базовый, повышенный и высокий. Базовый – это знать. Никуда не девается теоретические содержания, никуда не девается терминология нашего с вами любимого предмета. Да? Дальше. Мы знаем теорию, теперь мы должны ею апеллировать, то есть отвечать на вопросы, решать задачи, да, это уже иметь и использовать. Но исходя вот из того, что мы понимаем, какое предметное содержание, какие предметные результаты или способы действия дальше, да, мы с вами, собственно говоря, выходим на проблемы. Мы с вами с проблемами этими сталкиваемся на каждом уроке. Значит, вот смотрите. Без того, что мы с вами не будем работать над терминологией предмета география, не будем организовывать работу с терминами и понятиями, как требует современный стандарт, у нас ничего с вами не получится, потому что мы должны на каждом уроке разговаривать географическим языком. Дальше. Значит, есть дети, они у нас тоже есть, то они развернутую часть решают хорошо, да? А вы куда делись? Не надо, вернитесь, пожалуйста. Значит, а у них проблема с тестами, да? Ну вот нет у них, знаний есть, чуйки нет. То есть с такими детьми нужно отрабатывать навыки работы с тестами. Хотим мы это вот с множественным видом, соотнесение, определенной последовательности. Дальше. Третий аспект. Мы с вами понимаем, что урок географии без работы с географической картой – это болтовня. Мы можем прийти на урок литературы и также все рассказывать, географическое содержание. То есть опора на карты, потому что вы понимаете, что Лариса Михайловна говорила, что нет представления географического. Они не понимают географическое пространство. А где это? Это формируется на уроке, когда мы с вами апеллируем к данным различных тематических карт. Потом мы с вами говорим о том, что вот 9 и 10 класс, ну или у кого-то еще 11, это работа со статистической информацией, которая представлена в графическом виде, в табличном виде, либо какие-то карты, например, та же синоптическая, да, она все равно цифровая так или иначе. То есть мы должны отработать эти умения на практических работах. Дальше, большая проблема. Вот вы сами понимаете, у нас, понятное дело, не знаю, мы сегодня не говорим о проблемах всего российского образования, но мы понимаем, что очень тяжело, ребята работают с текстами различного содержания, в том числе и текстовые задачи. Значит, мы с вами должны, как нас с вами учили в начальной школе, работать с карандашом, но у них гелевые ручки, да, подчеркивают, тут, скажем, опорные слова, что дано,
что надо найти и писать, что первое найти, что второе, что третье. То есть ход рассуждений, потому что у нас должны задания на несколько действий. Следующее, на что я обращаю внимание при подготовке, это номенклатура. Она никуда не денется, дорогие друзья. Вспомните, сколько мы с вами номенклатуры, сколько у нас идет требований в географической номенклатуре по каждому классу. Я не знаю, как вы, я вот, видимо, старорежимный учитель. У меня, например, устные зачеты и работа с немой контурной картой. Прошли блок внутренние воды, поехали, да? Это просто дети у нас знают. Во-первых, я всегда говорю, я еще учитель биологии, у нас, понимаете, мы homo sapiens, человек разумный, потому что используем кору больших полушарий головного мозга. Если мы его не используем, мы, извините, обезьянки. А мозг у нас развивается, как сказал Жан-Батист Ламарк, только тогда, когда мы этот орган используем, тренируем. Поэтому упор делаем и на номенклатуру. Мы сейчас с вами говорим не о массовом, конечно, даем мы всем. Но ребенок, который вы видите, он у вас олимпиадник, он у вас все равно выберет так или иначе, скорее всего, географию. Пусть он один будет, но он будет у нас. Дальше. Так, значит, ну и, собственно говоря, да, вот, собственно, что мы делаем на уроке. Я всегда говорю, когда к нам в 8 класс приходят, я говорю, дети, я ничего не хочу сказать про своих коллег, но я говорю, что это массовая школа, немножко другие приоритеты, условно говоря. Я им говорю, дорогие друзья, значит, мы будем работать по... У меня очень подробные конспекты в тетради плюс учебник. Вот мы просто учим, мы не читаем. Мы учим теоретический материал, потому что у меня каждый урок начинается с устного опроса у доски возле карты. Меня так учили, я так учу, и вижу, что результат в этом есть. Дальше. Мы отрабатываем практические работы все, мы их делаем не номинально. Мы отрабатываем и с картографическим материалом, там, допустим, с 5 по 8 класс, и со статистическим материалом, все, что старше 9 класса. Номенклатуру как проверить? Ну, поработаете вы с немыми контурными картами. Вот я делаю в устной форме зачета. Ну да, это в ущерб своему времени, но оно того стоит ради этого одного или двух. Угу. Так, дальше, вы знаете, вот мы говорим о том, что системно-деятельностный подход. А я всегда говорю, вы знаете, дети же, они позиционируют себя как взрослые, они хотят с нами общаться. Что это значит? Я устрою урок в форме диалога и всегда обращаюсь к их жизненному опыту, к их мнению, пусть оно неправильно, но пусть они мне аргументируют, понимаете? А где вы это монологическое высказывание услышите? Только здесь. Не приучайте отвечать односложными и не ставьте вопросы, которые требуют одного слова в ответе. Потому что задавание вопроса – это тоже искусство, и все это зависит от нас. Да? Что мы хотим услышать в ответе? Такие вопросы и задаем. Потом, понятное дело, хотелось бы обратить внимание, что если мы ориентированы на детей, которые выберут наш любимый предмет как профильный по выбору, да, мы понимаем, что мы контрольные работы или работы контролирующего характера должны составлять с опорой на контрольно-измерительные материалы из ЕГЭ. Или из ОГЭ, это уже кто как, да. То есть я, например, такие составляю, и дети у меня к этому приучены, то есть они не приходят на ЕГЭ или на консультации и видят впервые это задание, ничего подобного. Оно сопровождает их с 8 класса. Так, и абсолютно, собственно говоря, я очень люблю это задание, и дети мои очень любят. Вот определить страну и регион по описанию. Это в первой части. Это работа с текстовыми задачами. Главное научить. Вы видите текст, подчеркните, где подсказка для вас, да, для детей. Научите их работать с этими текстовыми задачами. Ну вот давайте посмотрим, а где же это все взять? Угу. Ну вот у нас, допустим, да, я взяла здесь регион по описанию, это сейчас 9 класс, да, и тогда был. Здесь концентрирована значительная часть промышленного потенциала России. Центр области является центром региона, 3-м по численности жителем городом России. Его нередко называют Карманово России. Крупнейшее предприятие – Красная Сормово. Ну, понятно, мы-то с вами географы, мы понимаем, что это Нижний Новгород, да, газ, Горький, понимаете? Тут есть подсказки, да. Центр, вот город, является областным центром. Дальше судостроение, автомобили, понимаете? Я думаю, что не вспомнят дети про Хохлому, собственно, и про Городец, но есть подсказки. И вот я когда регион изучила, допустим, там, центральную Россию, допустим, я нахожу вот такие задания, и мы с ними тренируемся.
У меня, например, начинается соревнование «Кто быстрее», да, причем в атлас они не смотрят. Они просто вспоминают. Это ведь отработка материала, который мы изучаем. Где вот это я взяла? Ничего сама не составляю. Будьте, пожалуйста, добры. Следующий. А вот, слушайте, у нас дедушка интернет, как я говорю, меня уже дети цитируют, это большая свалка, где есть положительное, да, и непроверенная информация. Вот смотрите, я нашла, есть вот такая, поищите, пожалуйста, коллеги, в интернете, есть к учебнику, я вот не вижу, Ким Алексеева, для 8 класса и для 9. То, что я вам демонстрировала сейчас, это 9 класс по каждому региону. И вот смотрите, что есть. Вот она, практическая работа. Смотрите, справа я дала. Пользуясь атласом, вот она. Понимаете? Заполните. У ребяток ведь у них память лучше нашей. Это мы забудем. Да? А они запомнят, кто глазками поработал, кто написал механически, у них особенность такая физиологическая. Так, дальше. То есть вот можно брать за основу это. Теперь смотрите, по описанию, слушайте, вот это вообще в 10-11 классе дети, это все равно, ведь это теперь предмет по выбору, они с желанием, тем более сейчас люди ездят, как бы семьи ездят, да, им интересно. Вот смотрите, я выделила просто ключевые слова уже вместо детей, да, то есть они подчеркивают у меня монархия, маленькая, минерально-сырьевой нет, но молочная ферма Европы. Что это у нас? Дания. Да? То есть пусть, понимаете, пусть они дают неправильные ответы, но вы опять же учитесь монологическому сказу. Аргумент приведи, почему ты так думал, да? Или кто-то сказал, вот он не прав. Аргументируй, почему ты так считаешь, что он не прав. Угу. Дальше. Ну и, собственно говоря, вот я про то, что, знаете, кимы использовать. Вот, допустим, по-моему, чуть-чуть я назвала, вот, когда мы регион зарубежную Европу изучаем, вот у меня в контрольной работе, да, одно из заданий. Собственно говоря, оно у нас было, оно ушло. Но это ведь тоже состав материалом. Определите 2 ведущие причины, почему, допустим, да, доля там связана с демографической ситуацией, которая раньше, чуть позже было, почему доля, да, людей старшей возрастной группы изменилась. Но тут нужно выбрать 3 страны, да, где там, допустим, в данном случае, что у нас тут? Ага, используя, укажите страну. Ну все, зарубежную Европу. Тут ведь не сказано, которые из них. Нужно знать особенности демографии стран первого типа воспроизводства и конкретно стран зарубежной Европы. Пусть тут на долю мы обращаем внимание и, собственно говоря, на ожидаемую продолжительность жизни. Ну, можно на рождаемость, да, ведь низкая рождаемость, большая, то это страна В получается, да. Так, дальше. И вот смотрите, еще одно, нет. Да, все, ага, это уж я за второй. Ну и, собственно говоря, понятное дело, дети сами не справятся. На уроке мы все не можем сказать, да. Я бы хотела сказать, что, собственно говоря, раз у вас индивидуальный подход, вы же тоже ведь переживаете за этих детей. Все равно должна быть консультация. Раз в неделю с детьми можно встретиться. Он 1, 2. Сделайте вы не с сентября, но сделайте вы с октября. Договоритесь с ним, потому что заинтересованность должна быть прежде всего вот этого ребенка. Ну, еще у нас есть палочка-выручалочка. Не хотите вы консультации? Сейчас же даже в старшей школе есть, собственно, на уровне среднего общего образования у нас есть курсы внеурочной деятельности. Разработайте вы этот курс, да? Пусть в рамках этого курса у вас будет. Может, там не один ребенок будет сдавать, да, а несколько. Кому просто интересно. Если дети, которые, условно говоря, там никуда не ходят, никакие кружки и секции, им просто приятно будет с вами пообщаться, своим умным одноклассникам. Почему нет? Вот. Так что я, конечно, не сказала ничего нового, но вот то, чем я, собственно говоря, из года в год, с 2002 года, придя в технологический лицей, 2019 год я пользуюсь, и результаты, собственно говоря, есть. Поэтому спасибо за внимание. Если есть вопросы, можно задавать вот в чате. Да? Чем могу, помогу. Спасибо за внимание. Успехов вам. Всего доброго, дорогие коллеги. Лариса Михайловна. Виктория Владимировна, да, продолжит поделиться с нами опытом. Да, уважаемые коллеги, здравствуйте. Из своего опыта я скажу, что у меня выбирают экзамен по географии не каждый год, потому что я не каждый год выпускаю 11 классы. Поскольку работаю в общеобразовательной школе, то и
состав учащихся, которые выбирают экзамен, тоже разные. Есть мотивированные учащиеся, есть учащиеся, которые выбирают даже в 11 классе экзамен, потому что вроде бы им кажется, что они лучше этот предмет знают, и как-то вот, в общем, какие-то планы строят для того, чтобы поступить с помощью этого предмета, с использованием результатов этого предмета, нашего предмета. Ну и поэтому я стараюсь, так скажем, на уроках работать с теми заданиями, которые входят в структуру КИМ, которые входят или которые составляют базу по подготовке к ЕГЭ по географии. Ну и работая с этими заданиями на уроках, перехожу к тому, что учащиеся все-таки видят эти задания в течение образовательного процесса, да, они эти задания прорешивают, а в итоге они выходят, конечно, уже на экзамен и умеют решать подобные задания. Ну и надо сказать, что те учащиеся, которые показывают высокие результаты, это, конечно, мотивированные учащиеся, это, конечно, те, которые хотят поступить в хорошие престижные вузы, ну и которые обладают действительно хорошо сформированными разными и межпредметными умениями. Хочу особо обратить внимание, что, конечно, это умениями вычислять, потому что действительно очень много заданий выполняется именно с применением этих умений. Акцент свой делаю на то, что учащиеся, безусловно, должны знать карту, причем карта в широком понимании этого слова. То есть они знают не только, там, допустим, страны мира, их столицы, но это и все тематические карты. Хотя бы иметь представление о том, как выглядит там структура земной коры, как выглядит состав, плотность населения на разных материках нашей планеты и так далее. Обязательно знание географических закономерностей, буква пропущена у меня там тоже, потому что считаю, что знание разнообразных географических закономерностей и умение применять эти знания позволят учащемуся выполнить множество заданий именно из ЕГЭ. Это знание основных географических понятий, а также умение пользоваться ими. Для работы с учащимися я провожу обязательно индивидуальные занятия, в виде консультаций чаще всего. И здесь уже предлагаю решение каких-то сложных задач, или учащиеся спрашивают, что им необходимо, в чем им помочь, и оказываю помощь. Это выдаю индивидуальные задания на уроках, в том числе для тех, кто готовится к экзаменам, и для отработки этих заданий во внеурочное время. А также предлагаю к использованию разнообразные электронные ресурсы, сейчас их много, для тренировки, для прорешивания разных заданий. И проанализировав контрольно-измерительные материалы для работы в 10 и 11 классе, я увидела, что очень много заданий, вот были, да, приведены номера тех заданий из контрольно-измерительного материала, которые можно отрабатывать при изучении социальной и экономической географии мира, причем как при изучении темы, так и затем для контроля знаний. Ну и вот задание 10. Задание 10, где нужно установить соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение ее экономически активного населения по секторам экономики. Вот это задание я использую несколько раз в течение... Да, сначала в 10 классе, когда мы начинаем изучать население мира Земли, а потом еще в 11 классе, когда мы изучаем уже отдельные регионы. Значит, по-разному можно использовать это задание. Но вот сначала можно изучить, например, структуру занятости населения, да, что население занято в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере услуг. Можно проработать, сравнить страны между собой, что это за страны, да, в каких регионах Земли они располагаются, потому что все-таки у нас есть закономерности, в том числе в занятости населения по секторам экономики. Ну, а потом уже выполняйте задания, выйти на то, что в одних странах больше занятых в сфере услуг, затем в промышленности и только 2-3% в сельском хозяйстве, ну и так далее. Вот выявить здесь, в общем-то, на начальном этапе закономерности, которые существуют. Потом можно это же задание уже при изучении регионов
предлагать к выполнению. Например, когда мы изучаем когда изучаем зарубежную Европу, к примеру, да, ну и так далее, чтобы учащиеся не забывали. Или задание 15. Это задание может звучать по-разному, но факт то, что здесь учащиеся должны знать общие характеристики, ну или какие-то особенности разных стран мира. И тоже вот я их использую, достаю из общей базы, да, на сайте ФИПИ, а также в разных других электронных ресурсах, поскольку сейчас есть эта возможность, просто достаю, нахожу именно применительно к определенному региону или к определенной стране, которую изучаем. Это задание выношу, например, либо на контроль, либо для того, чтобы актуализировать знания, либо даже, может быть, проверить, да, на начальном этапе, перед тем, как мы будем изучать страну, да, вот, что вот вы можете сказать, например, какие подходят, какие вот характеристики вот, характеризуют, например, Бразилию. Задание 11. Здесь тоже надо умение, конечно, читать текст, умение понимать текст и умение вставлять необходимые слова. Список слов я здесь не предлагаю, он прилагается в обязательном порядке. Но здесь, конечно, учащиеся должны осмысленно сначала прочитать текст. И такие задания тоже надо давать на тренировку. Или при изучении, вот, изучаем Канаду, да, допустим, географические особенности. И, пожалуйста, можно обыграть это задание, задать вопросы еще потом, после того, как мы его выполнили, ну и так далее. Задания вот такого характера, вроде бы они простые, но здесь почему-то дети допускают ошибки. Опять же, здесь какая-то должна у детей сформироваться знание вот этих вот связей. Да? Тепловые электростанции работают с использованием газа, нефтепродуктов, там, ну, уголь еще, да. И вот все-таки чаще всего те страны, которые обладают этими запасами, да, этими ресурсами, они, как правило, там и преобладают вот эти тепловые электростанции. И тоже при изучении хозяйства мира, в данном случае топливную промышленность или электроэнергетику, да, так изучаем, можно предлагать такие задания. И при изучении, например, для того, чтобы выявить эту закономерность, да, которая существует, и уже на контроле в обязательном порядке. Ну, это вот подобное задание, но только здесь с населением. Как ни странно, здесь, может быть, дети ошибаются, потому что элементарно не знают, где расположены страны. Австрию с Австралией путают и так далее. Но это, конечно, уже очень слабо подготовленные дети. А поскольку я вот еще раз говорю, что у меня выбирают разные по уровню подготовленности и мотивации, самое главное, учащиеся, то даже если он, вот такой ученик, если ему задать базу, если он научится решать такие задания, то это уже хорошо. Задание 24 – это то, о чем говорили, работа тоже с текстом, да, выделение ключевых каких-то слов, подсказок, ну, тоже с целью. Я провожу даже, можно сказать, целые уроки, когда мы изучаем особенно регионы. Я предлагаю также вот действительно на скорость и выбираю абсолютно из свободных источников, выбираю вот эти описания, и мы с детьми тренируемся. Они очень любят. Уже даже, знаете, начиная с 7 класса. Вот это задание мне тоже очень нравится, потому что тема населения можно, в общем-то, в тему населения можно очень хорошо вставить. В том числе и изучаю характеристики населения, да, и рождаемость, и смертность. И, допустим, в данном случае на примере конкретного государства, зная, да, к какому типу стран относится это государство, можно уже даже выявить закономерности, да, какова рождаемость в странах такого типа, там, какова смертность, высокая, низкая. Ну и самое главное, конечно, вывести в решение задачи, да, то есть уже умение объяснить, а почему
там, допустим, доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения увеличилась. Но вот я такие задания обязательно даю. И я обратила внимание, что даже в 10 классе, вот сначала мы разбираем разбираем это задание на уроках. И вроде бы учащиеся все поняли, нашли 2 причины, указали их. Буквально через урок я даю подобное задание, и забывают ведь эти причины. Поэтому отработка, чтобы они все-таки вышли на алгоритм выполнения этого задания, чтобы они научились все-таки, чтобы как-то понимали вот эти данные, для чего они вообще нужны, с какой целью вот это все мы отрабатываем. И также можно это задание и при изучении общей характеристики населения использовать, и при изучении характеристики населения регионов. На этом я завершаю. Конечно, похвастать таким количеством высокобальников, как Лариса Владимировна, я не могу. Но вот в 2020 году действительно мне повезло, меня выбрали мотивированные действительно учащиеся, и поэтому у меня там сдавали 5 человек экзамены, 4 человека набрали более 80 баллов. Мне, конечно, было очень приятно, что такие дети именно выбрали в 2020 году этот экзамен. Спасибо всем за внимание. Успехов в работе. Да, и если есть вопросы, Может, кто-то напишет. Спасибо, да. Ну, и, уважаемые коллеги, хотелось бы чтобы обратная связь была более активная. И какие проблемы, какие вопросы на сегодняшний день для вас актуальны, и чтобы мы могли наши заседания посвятить решению данных проблем, помощь, оказать методическую помощь. Может быть, мы что-нибудь наработанный материал мы бы принесли, отправили, разослали. Вот в чем дело-то. Мы же готовы поделиться, нам не жалко. Честное слово. Особенно молодым, то есть конечно, не стесняйтесь, нас тоже ведь кто-то учил, мы тоже в свое время приставали к стажистам, чтобы понять этот прекрасный предмет, самое главное, закономерности в географии. Это самое вкусное, что может быть в этой жизни. Да, на портале «Открытое образование», на методической страничке нашей есть электронные адреса, куда вы можете писать. Вот за последнее время активность снизилась, наверное, понятно, с чем связано. Но, у нас есть методическая копилка, где представлены конспекты уроков педагогов нашего региона. Хотелось бы, чтобы активнее вы участвовали, представляли свой опыт, делились, и, соответственно, и мы вам бы оказывали что-то. Так, Светлана пишет. Светлана, не надо бояться. Понимаете, вы сначала возьмите этот КИМ, сами прорешайте один. Сами прорешайте, можете делать это вместе. Посадите ребенка вместе, вслух, проговаривайте, почему вы нашли этот правильный ответ. То есть вы сами будете учиться и его обучать, как он должен рассуждать, когда выполняет это задание. Мы тоже начинали с чего-то, не бойтесь, дорогу осилит идущий. И здесь очень много есть заданий, по которым можно отработать алгоритм. И работать по алгоритму. Об этом коллеги сегодня говорили. Действительно, это и задание второй части, часть планирования 28, построение профиля. Здесь алгоритм можно отработать. Если будут вопросы, вы пишите, что конкретно мы ведь можем провисать на следующих заседаниях, как выполнять это задание безошибочно. Или допускать как можно меньше ошибок. Обращайтесь, Лариса Михайловна всегда открыта к общению. Если нужно, и мы подключимся. Мы же должны после себя кого-то молодых оставить, молодых и рьяных. На чем мы, старушки, уйдем? Я про себя, конечно. Поэтому нет, надо в хорошие руки, в те, кто хочет заниматься учительством, кто хочет продвигать этот предмет, который, по сути дела, на сегодняшний день никому, ой, Господи, прости,
Ну, мало востребован, скажем так, да? Причем незаслуженно. Незаслуженно. Незаслуженно востребован вузами, прежде Мгм. всего, это продиктовано. Хотя выпускники нам говорят, мы любим этот предмет, ну вот куда мы применим эти знания, да? Так. ЕГЭ очень увлекает. Действительно. Действительно. Я на даче отвлекаюсь, знаете, коллеги, как? Беру ЕГЭ и начинаю решать. Все, мышцы устали, зато мозг потренируем. Поверхность. Вот, видите, из опыта работы, конечно, но это только главное попробовать. Это так вкусно. Спасибо большое. Спасибо что вы были большое. с нами. Да. Всего доброго. До новых волнующих встреч, как я говорю, дети.